Проблемы с водой у людей бывают разные. Ее отсутствие или, напротив, переизбыток. Второе, как правило, связано с прорывом трубопровода. Сначала этому не придают значения. Ручей перерастает в лужу, начинает затапливать улицы, разрушать асфальт. И вот тут жители справедливо бьют тревогу. Обращаются в местные администрации. Те направляют заявку в водоканал, где уже удалось справиться с подобной коммунальной проблемой, выяснял Микаил Тангиев. Первый пункт, куда выехала наша съемочная группа, село Нижние Очелуки, улица Степная. Местные жители вот уже который год пытаются обратить внимание властей на проблему, чтобы вода по их улице перестала литься ручьями. Из-за прорыва водопровода здесь буквально постоянно образовывается болото. Постоянно видно, что бета козди детоти табот абодотоз гули замана постоянно бог женек бот сан ора дагар حنجي عدو المدير تربح حين غدا عايش هذا وقصاش عادوا ده واحد احسن Прорывы водопровода происходят практически ежедневно, и жители Степной утверждают, что неоднократно обращались с этим вопросом в местную и районную администрации. Братья Рамзан и Магомед Арчаковы проживают здесь вот уже более полувека и надеются, что их проблему все же решат. شنكي عنزام اللهم كلا أشد وأخش تهني خيي أوزر ذات التعسي يسيوك رجع تبرح بيعني تقبلش نقبح مبيت تهني دواتش حمدات صنو ديالن أخو أخش أولتش ترباجي يبان جنق بي يتحدي شواتش تحقق خير يقوى يعتبري ينقطع مش خان كذا وصلش مقدر الدعاء يوتش مش على قدر ده بيوصل شخص Местными властями был разработан план, согласно которому всего по этой улице водопроводная сеть протянется на 1600 метров. Недавно здесь проложили 760 метров водопровода по программе устойчивого развития сельских поселений. Сейчас привезли трубы еще на 200 метров. По словам главы администрации, вопрос упирается в недостаточном финансировании. Осталось где-то 900 чем-то метров, чтобы закончить вот эту улицу полностью, и вопрос будет решен. Но люди, конечно, будут жаловаться. Каждый день по 2, по 3 прорыва здесь. Вода, они никак не могут дорогу даже сделать себе. Они были у главы района, глава района был в Минсельхозе, разговаривал с министром сельского хозяйства, и там есть начальник отдела Албаку, по-моему, Амир. Обещали они до конца августа или начала сентября закончить эту улицу. Если у кого-то частично нет воды, то у других ее, мягко говоря, с запасом. На Зране по улице Орджоникидзе вот уже который день живительная влага течет прямо по дороге, создавая множество неприятностей для местных жителей. Центральный водопровод, проложенный около 10 лет назад, вот уже месяц как затапливает улицу, разрушая асфальтное покрытие. По частям бог бежь, халару бахал, уже машин халма да юхлоцу бадяс низкуи. Русблоучхан оз я улицак или машин златш хулос, так авиали русбурин так ташмуди. Так тем более, жители этой улицы также неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой исправить ситуацию. Я центральной линии месяце 13 числа, 13 августа администрация, технический отдел заявки, заявку уже. Так, в водоканале я заявку 13-го. Сакхавен, вас аух жмалатир. Хи, на бехкуш дуахсо, хантуади, айна альгмидияжи. Валли ваша дали, яхи хатуади диск. Местные власти отмечают, заявку в Ингуш водоканал уже направили. В ГУПе, в свою очередь, обещали решить проблему в кратчайшие сроки. Завтра решим этот вопрос, это небольшой, но там надо не просто, он в другом месте он появится. Вот вчера, буквально 2-3 дня тому назад, мы убрали там эти порывы, заявку дал администрация, мы убрали. В другом месте выскочил из-за ветхости этих водопроводов. Но там необходимо менять эти трубы, и будем кусками менять. Микаил Тангиев, Майрбек Межоев, Новости 24.